Около 1000 человек в здании филармонии и еще несколько миллионов смотрели церемонию инаугурации избранного президента Садыра Джапарова по телевизору и на центральной площади столицы. Все как полагается. Церемонии с государственным флагом Кыргызстана вручили штандарт, нагрудный знак и удостоверение президента. Начиная свою речь, уже тогда он отмечал, что отчетливо осознает, какая ответственность теперь будет на нем в ближайшие годы. В тяжелейшей ситуации, когда страна оказалась на грани хаоса и беззакония, 5 октября 2020 года ради сохранения национального единства и мира, достижения общей цели мы вместе с народом, взяв ответственность за свою страну, сумели стабилизировать ситуацию. В те дни я был вместе с народом. И правда, нынешний глава государства вступил в свои полномочия в весьма сложный период для страны. На тот момент ситуация была не из лучших. Внешний долг около 5 миллиардов долларов, который необходимо выплатить к 2032 году. И это на фоне того, что из-за пандемии уменьшился республиканский бюджет. Но вот именно на время, скажу, прихода Садыра Джапарова к власти, то есть ему пришлось нелегко. То есть в это время было сопряжено различными у нас политическими и социальными обострениями. Это, можно сказать, пандемия. То есть это когда у нас было обострение пандемии, в то же время резкий упадок экономики с другой стороны. И социальная, политическая напряженность, это вот впоследствии несостоявшихся выборов в парламент и прихода новой власти и проведения выборов. То есть, и также еще вопрос у нас стоял о смене формы правления. Катастрофическая ситуация сложилась и в энергетической отрасли, где имелся долг в почти 140 миллиардов сомов. Вдобавок к тому и на Токтагульской ГЭС с каждым годом все меньше воды. Именно поэтому, приступая к своей президентской деятельности, Садыр Джапаров поделился планами в части развития энергетики. Для чего необходимо в кратчайшие сроки реализовать крупные проекты Камбаратинский, Сарыджасский ГЭС, Верхне-Нарынского каскада. Считаю своим долгом сохранить верность заветам наших предков, таких как Доломби, Бирназарби, показавших пример священного отношения к родной земле, сохранения сплоченности народа. Итак, строительство малых и средних ГЭС стало решением проблемы не только в энергосекторе, но и в экономике страны в целом. Ведь запуском таких проектов появились и рабочие места, что тоже на инаугурации подчеркивал президент. Немногим меньше года президентской деятельности, но уже есть что сказать, отмечают эксперты. С приходом новой власти действительно много уделяется сейчас для развития энергосистемы. Но идет разговор строительства Карагичинской ТЭС. Дело в том, что проект этой станции был сделан еще при советское время. Все расчеты там были, но почему-то тянули до сих пор. Ну и активно сейчас идет переговоры по строительству Камбарат-1. Если эти два объекта сумеет новая власть начинать строить, но через лет 5, наверное, по генерации мы будем практически очень сильная страна. Восстановление экономики для Садыра Джапарова стало планом номер 1 сразу же после вступления в должность президента. Ему было необходимо как минимум выйти из кризиса, а лучше увеличить доходы государства. Дорогие гости, уважаемые кыргызстанцы, я, как и все патриоты страны, мечтаю, чтобы Кыргызстан стал экономически развитой, динамичной, сильной и свободной страной, где соблюдаются права человека. Установлено верховенство закона. Молодежь с оптимизмом смотрит в будущее. Планы по их реализации изложены в президентской программе, основные положения которого опубликованы в ходе предвыборной кампании.
Экономическое развитие должно осуществляться во взаимосвязи с духовным обогащением народа. Уже к осени государственные предприятия Кыргызстана не только вышли из убытков, а стали приносить прибыль. Если в 2017 году в стране функционировало 1130 зарегистрированных предприятий, 900 из которых существовало только на бумаге, то на сегодня их число немногим больше сотни. Сокращение ненужных госкомпаний, ликвидация коррупции на местах – это и другие меры помогли увеличить доход от госучреждений. Ровно год назад, когда президент Садыр Джапаров говорил о том, что он начнет стремительную борьбу с коррупцией, системную, мало кто верил, потому что за предыдущие 30 лет коррупцию никто не смог побороть. А за тот год, который прошел, мы не можем сказать, что коррупция у нас искоренилась, но наблюдаются просто системные сдвиги. Уже, например, одни видны в том, что госпредприятия, у нас их более 150, начали давать значительную прибыль. Потому что у нас были десятки госпредприятий, которые мало того, что даже налогов не платили, но и прибыль не давали. Вот за этот год у нас минимум 3-4 миллиарда долларов дополнительно получено от аэропорта Бишкек, Ош, Мегаком, Кыргызская железная дорога, ЗАО «Дастан», это других госпредприятий. То есть явно там были искоренены коррупционные схемы, которые действовали десятилетиями. И бюджет пополняется уже на миллиарды дополнительно. Да? Создание общества с диктатурой закона было еще одной мечтой только приступающего в должность президента. Нашумевший проект новой редакции Конституции, пожалуй, стал самым обсуждаемым событием в уходящем году. Было создано Конституционное совещание, которое занималось созданием альтернативного закона. А в итоге принят основной закон страны с новой формой правления. Другой вопрос, затронувший на инаугурации президентом, внешняя политика. Тогда глава государства отметил, что далее Кыргызстан будет придерживаться многовекторности во внешней политике. Мы видим, опять же, по действиям президента, он находится именно с этой группой государств в постоянном диалоге. Последнее, что у нас добавилось, тоже можно сказать, есть определенная активизация, это с Турцией. Но здесь вопрос заключается в другом. Мне складывается иногда впечатление, что именно Эрдогану нужно сейчас больше активизировать, да, чтобы у него там очень много своих внутренних социально-экономических проблем непосредственно в самой Турции. Поэтому он заинтересован создать для себя имидж такого политика, который имеет весомое значение в Центральной Азии. Саламатсыздарбы, аскерлер! Напомним, официально в должность президента Садыр Джапаров вступил 28 января текущего года. В тот день, в завершении церемонии инаугурации, он принял военный парад. Так он стал и главнокомандующим вооруженными силами Кыргызской республики. Айзада Урумбаева, Нурдан Карипеков, Пирамида.